Амшын икәызрыкәыршо Аԥсны аҳҭны-қалақь Аҟәа қалақь дууп. Ашьхантә ага ухыԥшылоит, агантә ашьха ӡышқәа убоит. Аԥшӡара згым агеи ашьхеи хеибырҭәаауеит, еидҳәалоуп. Аҳауа аҭагылазаашьа ду уҳәозар, ицәаакыроуп, исубтропикатәуп. Убри аҟнытә араҟа ҳахьыҟоу амшын аԥшаҳәаҿы иара ақалақь аҩныҵҟагьы иуԥылоит аекзотикатә ҵиаақәеи, аҵлақәеи, ашәҭқәеи. Убарҭ ирызкхоит иахьатәи ҳдырраҭарагьы. Ажәҩан иаҵәа амра шеи-шеи ацәқәырԥақәа рыбжьы. Абарҭқәа зегьы рнаҩс улаԥш иааҵашәоит иԥшӡаӡа ақалақь агәҭа изызҳауа апальмақәа. Мап, ари ԥхыӡым, лабҿабоуп. Аԥснытәи ҳаԥсҭазаара ахаҭоуп. Ҵәҩанҵәыҟа ихало апальма калақәа иахьиз, иахьааӡаз асакараҿоуп. Аха Аԥснытәи асубтропикатә климат акырӡа ирнаалоит. Ҳаамҭазы иҽырба-ҽырбо аԥшаҳәа, апаркқәа, абаҳчақәа дырԥшӡоит. Да, действительно, в нашей стране пальмы успешно акклиматизировались точно так же, как у себя на родине. У нас за последние 150 лет были попытки акклиматизации нескольких десятков видов пальм, однако успешно акклиматизировались некоторые из них, среди которых широкое распространение получил финик канарский, бутия, вашингтония, китайские веерные пальмы, хаммеропсы и многие другие. И, как вы правильно отметили, пальмы произрастают у нас именно как у себя на родине. То есть наши климатические и природные условия целиком и полностью помогают им здесь развиваться, как на своих исконных территориях. И даже приезжающие сюда специалисты с, например, Канарских островов отмечали, что наши финики канарские произрастают даже иногда лучше, чем у себя на родине. Аԥснытәи апальма блахкыгақәа рыԥшӡара адагьы ҳаԥсабара еибаркыраҿы аҭыԥ-ӷәӷәа ааныркылоит. Аԥсаатә рзы ихыҵакырҭоуп, амшын аԥшаҳәаҿы иҟоу амикроклимат иацхраауеит. К биологии пальмы нельзя отнести к древесным культурам, потому что у них отсутствуют определенные ткани, характерные для деревьев, таких как кора и другие проводящие пучки. Но для нашего восприятия обычного пальмы все-таки это крупные растения, и поэтому есть такая небольшая путаница, что люди действительно называют их деревьями. Апальмақәа рдац-ԥашәқәа адгьыл аерозиа иаҿагылоит, ашәшьыра дырҿиоит, аҳауа ԥхарра дырмаҷуеит, аԥхын шоуразы адгьыл ҩара иацәырыхьчоит. Уимоу, апальмақәа рыхкқәак, аҵара хәыҷқәа, амаҵақәа, аԥстәы ссақәа ҩныс ирыԥхьаӡоит. Изначально, да, на своих исконных территориях являются ключевыми элементами экосистемы, потому что они являются домом для животных, предоставляют пищу для животных. Но в наших условиях в Абхазии пальмы играют исключительно декоративную функцию. Изначально их завозили сюда для создания вот этого курортного образа Черноморской ривьеры. Еще в дореволюционный период были попытки первые, да, завести пальмы, особенно в города Гагры, были озеленены таким образом. И да, сегодня пальма не играет никакой абсолютно роли в экосистеме именно, она играет именно роль в экосистеме самого города, потому что она создает вот тот самый знакомый образ курортов, которые и привлекает сюда туристов. Апальмақәа ирфункциа хадоуп аҭыԥахь ауаҩы иадыԥхьалара, аԥсшьаразы агәазыҳәара иҭара, убри ала игәабзиара аихтәра. Больше 3000 разновидностей пальм существует у нас здесь, в Абхазии. Сколько видов можно встретить? И самые популярные из них, допустим, у нас столица, которую можно встретить чаще всего. Всего были попытки акклиматизировать несколько десятков видов пальм здесь, в Абхазии. Это были разные периоды, когда сюда завозились пальмы. Но надо понимать, что пальма – это все-таки тропические растения. У нас субтропический климат.
и не все виды могут здесь успешно развиваться. Но из тех, которые успешно прижились, это, конечно же, финик канарский. Это самые крупные пальмы, которые вот массово распространены у нас. Это Вашингтония нитчатая, Мгм. это слоновые пальмы, это, которая называется юбея чилийская, китайская веерная пальма, бутия головчатая и сабль пальмовидный. Это вот Мгм. самые такие распространенные, которые можно увидеть практически в каждом парке. Для этого не обязательно посещать какие-то дендропарки или ботанические сады. Эти пальмы действительно широко представлены в наших городских ландшафтах, улицах Мгм. и парках. Апальмақәа апаркқәа рхаҿра аарԥшразы ауаҩы зеиҭаҳара далагаз ҵиаақәоуп. Дара ахьыҟоу аҭыԥқәа еиҳа ублахь иааиуеит, аԥсшьацәа аднаԥхьалоит. Буквально там поодаль от нас произрастают некоторые виды пальм, которые Мгм. достаточно редко встречаются в парковых насаждениях. Это сабль пальмовидная. В Сухуми я лично знаю лишь несколько десятков экземпляров, которые произрастают у нас в городе. На этом небольшом участке мы можем видеть три вида пальм. Это бутия головчатая, финик канарский и Вашингтония нитчатая. Мгм. Эти пальмы имеют разную родину, скажем так, место своего происхождения с разных континентов. Некоторые это тропические регионы Азии, некоторые тропические регионы Южной Америки, но они все успешно здесь Мгм. акклиматизированы. Мы можем встретить очень много различных видов растений. В советское время они были завезены из различных стран, то есть их выращивали в теплицах. Также очень много различных растений, но они, насколько я знаю, не требуют особого ухода, то есть они приживаются. Вы правильно заметили, у нас очень богатое биоразнообразие нашей флоры. Если копнуться чуть-чуть в историю, то в Абхазии произрастает более 2000 видов растений. Это местная наша флора. И примерно столько же видов – это завезенная флора, ту, которую привозил сюда человек для облагораживания территории. То есть, сопоставив даже эти две цифры, понятно, что наша флора обогащена вот такими новыми растениями, которые ранее здесь не произрастали. И существует некое заблуждение относительно того, что растения очень хорошо у нас здесь приживаются и не требуют какого-то ухода. Как раз таки вот с этим подходом и связано распространение и появление этих новых вредителей здесь. Любое растение, которое мы привносим в нашу экосистему, которым мы облагораживаем наши парки, улицы, оно требует систематической работы. Оно Мгм. требует изучения потенциальных угроз, потенциальных вредителей, которые могут, или болезней, которые могут появиться на этих растениях. Поэтому важность научного подхода к выбору растений, которые можно сюда привозить, трудно переоценить. Необходимо точно знать, как наши микроклиматические условия повлияют на это растение, что будет способствовать его успешному развитию или же что будет сдерживать это. Поэтому при планировании, озеленении и создании новых зеленых зон необходимо учитывать все факторы. И нельзя полагаться на то, что наш климат настолько благоволит и что наши усилия могут быть минимальными. Михаил, какие виды биоразнообразия еще можно встретить в черте города и у нас на набережной? Ну, на набережной у нас есть некие ансамбли парковые, которые были созданы еще в советский период. И среди наиболее часто встречающихся видов растений мы, конечно же, должны отметить эвкалипты, османтус душистый, индийская сирень, лагерстремия, кипарисы, приморские сосны, олеандры. Все эти виды растений вместе создают очень такой интересный, пестрый, гармоничный контур растений, которые могут цвести, сменяя один другого в течение всего года.
экологическую роль всех этих насаждений в городской среде очень сложно. Растения для города играют ключевую роль для создания тех самых комфортных условий, которые нужны людям. В первую очередь это, конечно же, создание тенистых аллей, потому что Сухум– это город с жарким климатом. Каждый год мы наблюдаем, как повышается температура среднегодовая. И не учитывать этот фактор невозможно. Растения дают нам кислород, обеспечивают нас тенью, влияют на наше психоэмоциональное состояние. И роль каждого дерева, которое здесь присутствует, неоценима. Тех консультаций, которые мы оказываем, то есть на протяжении долгого времени мы выезжали в каждый район, вели консультацию со всеми специалистами зеленого хозяйства в каждом городе, выездов и мониторинга, которые мы ведем, и по поводу тех консультаций, которые мы оказываем, то есть на протяжении долгого времени мы выезжали в каждый район, вели консультацию со всеми специалистами зеленого хозяйства в каждом городе. Республикаҿы апальматә бжьы раԥхьаӡа акәны ицәырҵит иҩнызқьи жәаф шықәса рзы. Абжьы ҟаԥшь ахьҭақәа ҟалаанӡа иазҷыдоуп аԥырра, анаҩс аҵла агәыцәаҿы аҽаҵәахуеит. Ахәаџьа иалшоит хымз рыҩныҵҟа аҵла ԥхасҭахуа аҭара. Ахәаџьа апальма агәы афоит аҟнытә аҵла излазҳауа ала ақәцә хьынаауеит. Убри алагьы ишчмазаҩу еилукаауеит. Действительно, пальмы, как и другие растения, они подвержены воздействию определенных вредителей. И у себя на родине каждый из этих видов пальм имеет целый спектр насекомых-вредителей, которые паразитируют на них. И Абхазия не исключение, мы не являемся каким-то замкнутым уголком, и сюда могут проникать и проникали различные пальмовые вредители, среди которых наибольшее распространение получили это красный пальмовый долгоносик, это азиатский вид, и южноамериканская пальмовая огневка или пальмовый мотылек по-другому, то есть южноамериканский вид вредителя. Оба этих вредителя представляют очень большую опасность для сохранения наших деревьев, потому что здесь они не имеют естественных врагов, которые могли бы сдерживать их численность. И попадая на новую территорию, которая богата пищевыми и кормовыми растениями, при отсутствии факторов внешних ограничителей, типа естественных врагов, такие вредители могут получать широкое распространение. К сожалению, это произошло и в Абхазии. В 2016 году был первый случай проникновения пальмового долгоносика в приграничный район Гагарского района, где долгое время он оказался локализован. Но спустя некоторое время пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек, они распространились практически по всей территории Абхазии. Это связано исключительно с антропогенным фактором. Это связано с большим завозом крупномерного посадочного материала, в котором внутри уже может находиться этот вредитель, и обнаружить его до момента, скажем так, проявления его активности практически невозможно. С какими проблемами вы сталкивались и пути их решения каковы? Дело в том, что эти вредители очень быстро распространяются. Одна самка пальмового долгоносика может откладывать больше 300 яиц, и тем самым идет распространение по экспоненте, и без принятия определенных мер контроля и борьбы был риск утраты всех пальмовых насаждений. Апальма хызшьаауа ахәаџьа Америкатәи ахьчԥаԥыр атәы уҳәозар, иҩнызқьи жәаа шықәса рзы Шәачантәи аҳәаа иаԥну араионқәа ирылаҵәаны иҟан. Америкатәи ахьчԥаԥыр хышә рҟынӡа ҵиаахкы аԥырхага рнаҭоит. Апальмақәа рыхәышәтәра иалагеит иҩнызқьи жәаа шықәса рзы. Апальма бжеи алада Америкатәи ахьчԥаԥыр ирхырҟьаны иҩнызқьи жәаа шықәса ирыҩныҵҟа Аҟәа ежәиак пальма хырҵәеит Гагра иажәа. Примерно с 2018 года в Абхазии ведется активная работа по борьбе с этими вредителями. Используются различные химические препараты, которыми обрабатываются деревья. Используются санитарные методы по быстрому удалению деревьев
которые заражены, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. В разные периоды успех этой борьбы он был разный и напрямую зависел от интенсивности тех мер, которые предпринимали городские администрации на местах. Иахьа аекологцәеи ақалақьқәа реиҿкаареи рырԥшӡареи знапы иану акомбинатқәеи акурорт комплексқәа рҵакырақәа рҟны изызҳауа аҵлақәа реиқәырхара иаҿуп. Дара ирылшо зегь ҟарҵоит ҳаԥсабара иагәылҷҷаауа апальмақәа аԥсырхаҵаразы, аха абжыҟаԥшь наҟ-наҟ ахы шымҩаԥнаго аилкаара уадаҩуп. Я могу сказать так, что мы ведем мониторинг ситуации этих вредителей, да, их популяции. И, к сожалению, тренд, он все-таки отрицательный. Эти вредители все равно присутствуют. На последних 7-8 лет активной инвазии они точно так же присутствуют у нас здесь. Но из положительных моментов, что теперь городские администрации, они в курсе того, как нужно проводить борьбу, какие препараты нужно использовать, какую технологию нужно использовать. И успех, скажем так, сохранения пальмовых насаждений зависит исключительно от их активной работы. Переоценить экологическую роль всех этих насаждений в городской среде очень сложно. Растения для города играют ключевую роль для создания тех самых комфортных условий, которые нужны людям. В первую очередь это, конечно же, создание тенистых аллей, потому что Сухум – это город с жарким климатом. Каждый год мы наблюдаем, как повышается температура среднегодовая. И не учитывать этот фактор невозможно. Растения дают нам кислород, обеспечивают нас тенью, влияют на наше психоэмоциональное состояние. И роль каждого дерева, которое здесь присутствует, неоценима. Сегодняшняя ситуация, решена ли проблема? И с какими проблемами сегодня вы сталкиваетесь? И какие пути решения вы уже нашли и видите в будущем? Ситуация с вредителями на самом деле никуда не делась. Эти вредители точно так же продолжают присутствовать в тех местах, где произрастают пальмы. Каждый год мы получаем новую информацию о том, что в новых участках обнаруживаются эти вредители. Буквально недавно по новостям мы могли увидеть, как в Очамчире обрабатывают новые посаженные пальмы, и в которых были обнаружены пальмовые вредители. Какие пальмовые вредители, можете отметить? Речь шла о пальмовом долгоносике, и это говорит о том, что завоз посадочного материала, который не прекращается все это время, несет в себе очень высокий риск проникновения этих вредителей на новые территории. Недавно совсем в Очамчире еще не было этого вредителя, но после массовых посадок мы можем уже увидеть, что вредители могут проникать вместе с посадочным материалом на новые территории, там, где раньше он не был обнаружен. Говоря о решении того, как можно бороться с этими вредителями, в первую очередь, конечно же, это постоянный мониторинг ситуации. Мониторинг – это не просто обследование визуальное, это еще установка специализированных ловушек, которые позволяют точно идентифицировать места, где находится вредитель, его состояние этой популяции, количество этого вредителя на этой территории. Во вторую очередь, конечно же, это применение всех известных нам методов контроля распространения. Это обработки деревьев специальными это на сегодняшний момент то, что проводится, да? Какие работы? Внедрение новых методов. Например, Сухумская городская администрация через МУП «Зеленый город» проводит внедрение новой методики по проведению инъекций стволовых, которые позволяют вводить препарат внутрь самого дерева, не опрыскивая его снаружи. Это позволит снизить количество пестицидной нагрузки на территорию. Это будет более безопасный метод. Но эти методы являются дополнением один другого. То есть нельзя исключить одно и полностью полагаться только на метод, например, инъекции или только метод обработок сверху.